Спасибо. Спасибо. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Здесь сегодня присутствуют и люди опытные, и новые руководители, исполнявшие до сих пор обязанности глав субъектов Федерации. Я хочу поздравить всех вас с победой на выборах. Вы уже в первом туре в ходе единого дня голосования 9 сентября получили мандат доверия от избирателей. Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех лишь начало вашей серьезной и большой работы, и вашей личной работы, и работы ваших команд. Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу. Хотя, повторяю, многие уже работали в качестве исполняющих обязанности, а некоторые и были руководителями регионов, поэтому много времени на раскачку не потребуется. Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России. Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. А чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток. Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни. Хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы и парки, скверы. Все эти вопросы решаются, что называется, в конкретной работе, как у нас говорят часто, на земле, то есть от вас. От вас будет очень многое зависеть. Подчеркну, вклад губернатора в достижение общенациональных целей является решающим. И тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку. На что хотел бы обратить особое внимание. Граждане не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата, в пользу той или иной партии. Они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. И вот это очень важно. Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их, понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов. Необходимо также выстраивать конструктивное сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие добровольцам. Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидера России». Он уже у нас, этот механизм, работает, я прошу вас его поддержать. Тем более, что прошедшие выборы вновь показали, граждане поддерживают тенденции на обновление. И ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких-то партийных преференций и партийной принадлежности. Чтобы вашими соратниками, помощниками были люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов. Я хочу выразить надежду на то, что именно так вы и будете работать. Я хочу пожелать вам всем успехов.